Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Эту фразу из известной песни Высоцкого можно смело отнести к стилю жизни автора проекта «Горная Абхазия» Тенгиза Тарба. Открыть неповторимую красоту Горной Абхазии для широкого круга людей – его главная цель. Уже в феврале 2015 года состоится первая экспедиция, уникальная в своем роде. Уникальность первого этапа в том, что, во-первых, экспедиция зимняя, во-вторых, для съемок будут использованы квадрокоптер и съемочный кран, а все участники будут оснащены экшн-камерами. Особенно хочется отметить экспедиции в зимний период времени. То есть мы планируем 5 экспедиций провести в горах зимой. И это впервые, и это одна из отличительных черт проекта в этом году. В советские времена существовало немало горных маршрутов, которые пользовались большой популярностью у туристов. Со временем они были незаслуженно забыты. Одной из задач Тенгиза Тарба является возрождение этих туристических маршрутов. Если говорить о том, почему проект российско-абхазский, то одна из целей, которую мы ставим перед собой, это возрождение маршрутов, которые имеют свое начало в России и ведут, предположим, к Малой Рице или к озеру Мзы. Это тоже очень значимо для нас. Но, в принципе, по всей границе российско-абхазской есть перевалы и маршруты, которые необходимо возрождать. Времена года – это совместный проект волонтеров из Абхазии и России. В составе первой экспедиции 8 человек. Все они профессионалы в различных сферах, неоднократно поднимавшиеся в горы. Проект вызвал огромный интерес. Многие изъявили желание принять в нем участие. По словам Тенгиза Тарба, одно место осталось вакантным. Возможно, его владелец определится в ходе конкурса. Поэтому мы подумываем о том, чтобы организовать конкурс. И, возможно, одно место будет разыгрываться среди профессионалов, среди профессиональных фотографов, операторов, поваров, чтобы дать людям возможность поучаствовать в проекте. Альпинисты – люди практичные, однако вера в традиции у Тенгиза Тарба на первом месте. Есть определенные догмы поведения в горах, которые запрещают громко разговаривать, употреблять спиртное и так далее. От них автор проекта не отступает никогда. Это же старается прививать и другим участникам экспедиции. Одна из целей нашего проекта – это раскрыть традиции поведения в горах и правила поведения в горах. Они формировались веками, и, безусловно, к ним нужно прислушиваться. Соответственно, когда мы говорим о Горной Абхазии, мы будем раскрывать и эту часть. Мы будем рассказывать людям о том, что к горам нужно относиться уважительно, что в рамках наших традиций вся Горная Абхазия – это храм Божий. Подобные экспедиции, безусловно, привлекут внимание туристов. Люди захотят путешествовать по уже изученному пути в труднодоступных районах Абхазии. Вместе с этим Тенгиз Тарба говорит о недопустимости нанесения вреда флоре и фауне высокогорных районов. Следовательно, рассматривать подобную перспективу допустимо лишь в рамках экотуризма. Дело в том, что проект некоммерческий и просветительский. На этом этапе перед ним стоят именно такие задачи, да? То есть раскрыть тему Горной Абхазии и через тот продукт, который мы даем, медиапродукт, подтолкнуть к решению конкретных вопросов. В течение 2015 года запланировано 10 пеших, конных и автоэкспедиций, а также вертолетные путешествия. Фото и видеоматериалы будут размещены в интернете. Пройденные маршруты будут описаны и нанесены на навигационную карту Абхазии. Планируется создание телевизионных передач, видеодневников и фильма о проекте. Также участники организуют круглый стол в селе Псху. Основной его темой станет обсуждение развития горного туризма. Илана Казамба, Науран Кваб, Абаза ТВ.